Китайский коронавирус унес жизни почти 500 человек. Государства Центральной Азии предпринимают все новые меры защиты. Тем временем многие их граждане не могут покинуть опустевшие улицы Китая. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы он не получил распространение в Казахстане. Если наши меры будут успешными и, даст Бог, минует нас эта проблема, то она никак не ударит. Статьи заключенного под стражу таджикистанского журналиста Далера Шарифова отдали на экспертизу. Ее проводят чиновники от религии и неназванные компетентные органы. Результаты проверки оглашать не собираются. Ну, разумеется, часть журналистского сообщества это восприняло как предупреждение. Политические партии Кыргызстана начали готовиться к парламентским выборам. Старые союзники, новые лозунги, закулисные переговоры и манты на рынке с единомышленниками. Я хочу, чтобы здесь была Европа, я хочу, чтобы здесь была Америка, здесь была Япония и так далее. Я прекрасно знаю, что это вполне достижимо. Но это путь долгий. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Нур-Султане многодетной матери почтили память 5 девочек, которые погибли год назад в пожаре в одном из микрорайонов столицы Казахстана. На поминальную молитву пришли около сотни людей. Женщины рассказали, что по мере возможности собрали деньги, чтобы пригласить имама. Они считают, что не вправе забывать о той трагедии. По их мнению, именно после этого случая многодетные матери начали бороться за свои права, за положенные законом пособия и другую социальную помощь. Я напомню, 5 дочерей одной семьи сгорели во времянке 4 февраля в прошлом году. Старшей было 12 лет, а младшей не было и года. Их родители были на работе в ночной смене. Это происшествие спровоцировало акции протеста многодетных матерей по всему Казахстану. Женщины требовали повышения детских пособий и выделения социального жилья. На борту круизного лайнера Diamond Princess выявлены еще 10 случаев заражения коронавирусом. Накануне на корабле ввели карантин. Судно до сих пор стоит на входе в японский порт Йокогама. А сегодня уже в Гонконге в карантин отправили еще 2 круизных лайнера. Сейчас в общей сложности на 3 кораблях заблокированы почти 5000 человек. Акрам Абдукахор с последними новостями. Профилактические меры Китая и контроль за коронавирусом дают положительный результат. Такого мнения придерживается председатель КНР. Си Цзиньпин призвал свое правительство точно и своевременно оповещать общественность о вирусе. По его мнению, это необходимо для предотвращения слухов. За последние 10-15 лет в Китае произошло несколько вспышек вирусов. Китай наработал значительный опыт в борьбе с ними. Мы также знаем, что Китай прилагает огромные усилия и принимает абсолютно все необходимые меры для борьбы с заболеванием. Ряд СМИ сегодня сообщили о попытке властей Уханя скрыть в начале января информацию о надвигающейся эпидемии коронавируса. Об этом на своей странице в китайской социальной сети написал доктор Ли Венлян. Незадолго до вспышки коронавируса врач сообщил своим коллегам с центральной больницы Уханя о риске его распространения. Врач посоветовал им надевать защитную одежду. Однако местная полиция вскоре обвинила доктора в распространении ложных слухов. Вскоре после официального признания эпидемии коронавируса власти извинились перед доктором за преследование. Тем временем, как сообщает BBC, среди населения Китая наблюдается страх в отношении посетивших Ухань людей. В соцсетях странным образом появляются данные тех, кто недавно посещал охваченную эпидемией провинцию Хубей. Некоторые пожаловались, что после появления персональных данных их прогнали из отеля. Некоторые самоизолировались, а других попытались изолировать их соседи, как на этом видео. В Китае количество заразившихся коронавирусом приблизилось к 25 тысячам человек, более 3000 в тяжелом состоянии, 494 умерло и 965 выздоровело. Всемирная организация здравоохранения сегодня заявила, что до сих пор ученые и врачи не смогли выработать эффективную терапию лечения от коронавируса. Еще 8 казахстанских студентов эвакуировали из Уханя на спецбортах России и Узбекистана. 6 из них находятся в Ташкенте, остальные в Тюмени. Они пробудут там еще 2 недели под наблюдением инфекционистов. Шалпана Разбекова с подробностями. 8 эвакуированных казахстанцев – это студенты, которые изъявили желание вернуться на родину. В МИДе сообщили, что еще 20 человек решили остаться в Китае, 16 из них – студенты. По какой причине они приняли такое решение, не озвучивается. Те же, кого сегодня ночью доставили на спецбортах России и Узбекистана, еще 2 недели будут наблюдаться у инфекционистов Тюмени и Ташкента.
Благодаря Министерству иностранных дел Казахстана из города Ухань сегодня были эвакуированы оставшиеся наши студенты в города Тюмень, Российская Федерация, и Ташкент, Республика Узбекистан. Они также будут находиться под наблюдением местных специалистов необходимые 2 недели. Сотрудники нашего Минздрава будут мониторить их состояние здоровья. Тем временем правительство Казахстана выделило еще 2 миллиарда тенге, это чуть более 5 миллионов долларов, на борьбу с коронавирусом. Эти деньги необходимы на эвакуацию казахстанцев из городов Китая. Об этом сегодня рассказал министр финансов Алихан Смаилов. Ранее было выделено около 4 миллионов долларов на приобретение защитных средств, тепловизоров и другого оборудования. Выделено из правительственного резерва на закуп необходимых медикаментов, а также масок и другого оборудования, тепловизоров и так далее, для того, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса. Это по линии Министерства здравоохранения. Порядка 3,5 миллиардов тенге было выделено и будет контролировать Министерство здравоохранения. Несмотря на происходящее, ограничивать ввоз и вывоз товаров из Китая Казахстан не планирует. На вопрос журналистов, отразится ли ситуация с коронавирусом на экономике страны, Смаилов ответил, что все зависит от успешности предпринимаемых мер. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы он не получил распространение в Казахстане. Если наши меры будут успешными и, даст Бог, минует нас эта проблема, то она никак не ударит. А если все-таки нам придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами, я имею в виду в первую очередь Китайской Народной Республики, то определенное влияние оно может иметь. Но в настоящее время у нас нет планов по ограничению ввоза-вывоза товаров из Китая. 2 днями ранее власти Казахстана уже эвакуировали 83 соотечественника. 80 из них – это казахстанские студенты. И 2 дня их анализы изучали инфекционисты. В итоге у 12 человек выявили лишь ОРВИ, остальные абсолютно здоровые. Авиакомпания «Узбекистан Хаво Юлари» совершила сегодня рейс из китайского города Ухань в аэропорт Ташкента. Лайнер доставил домой 84 пассажира. Помимо них и членов экипажа на борту находились врачи и специалисты-вирусологи. Власти Узбекистана поместят всех прибывших в карантин на весь инкубационный период. Вчера 250 граждан страны вернулись чартерным рейсом из Китая в Ташкент. Все эти люди также уже находятся в карантине в медучреждениях Ташкента и столичной области. Тем временем многие узбекистанцы так и не могут покинуть Китай. Несколько узбекистанских пассажиров застряли в аэропорту Пекина после того, как Узбекистан с 1 февраля приостановил авиасообщение с Китаем. По словам узбекистанского студента, который учится в одном из университетов восточно-китайской провинции Шаньдун, он и еще его 2 однокурсников решили вернуться в Ташкент. Студенты купили билет на 2 февраля, однако по сей день они находятся в аэропорту Пекина. На рейсы Узбекистан Хаво Юлари их не взяли. Статьи, публикации в интернете и книга арестованного на прошлой неделе таджикистанского независимого журналиста Далера Шарифова проходит экспертизу в Центре судебно-криминалистической экспертизы при Минюсте и Комитете по делам религии Таджикистана. Экспертиза должна выявить, содержат ли статьи журналиста призывы к религиозной вражде. Далера Шарифова арестовали на 2 месяца 30 января. Его обвиняют в возбуждении религиозной вражды. Ему грозит 5 лет тюрьмы, продолжит Анушервон Арипов. Экспертиза статей Далера Шарифова началась, но когда будут результаты, в Комитете по делам религии страны сообщить не могут. Какую часть опубликованных журналистом материалов проверяют специалисты, не сообщается. Известно, что к исследованию материала привлечены и другие госструктуры. Публиковать результаты экспертизы по ее окончании чиновники от религии также не собираются. Стоит отметить, что не только Комитет по делам религии привлечен к проведению экспертизы. Этим занимаются также другие учреждения, способные предоставить экспертные мнения. Вы можете подать запрос в следственные органы для получения результатов экспертизы. Накануне суд Душанбе оставил Далера Шарифова под арестом, отказав адвокатам в просьбе освободить его из-под стражи на время расследования. Других подробностей этого дела юристы сообщить не могут. Дали подписку о неразглашении. Следствие закрыто, информации по нему практически нет. Представители правоохранительных органов страны изредка приоткрывают завесу тайны и при этом говорят о Шарифове так, как будто его вина уже доказана. Знаете, мы исходим из презумпции невиновности. Пока суд не признает Далера Шарипова виновным в чем-то, мы считаем, что преждевременные выводы неуместны. То, что делает и Генеральная прокуратура, и другие правоохранительные органы, это нарушение прав человека.
Ранее десятки сотрудников СМИ и 8 журналистских и общественных организаций Таджикистана потребовали освободить Далера Шарипова. В совместном заявлении они отметили, что его арест может стать серьезным ударом международному имиджу Таджикистана. Европейский конгресс таджикских журналистов и блогеров в своем заявлении вообще назвал задержание Шарипова незаконным. Нуридин Кашибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, говорит, что арест Шарипова уже отразился на свободе слова в стране. Но, разумеется, часть журналистского сообщества это восприняло как предупреждение. То, что многие известные журналисты воздерживаются от комментариев по делу Далера Шарипова, свидетельствует о том, что уже степень самоцензуры зашкаливается, и люди не могут высказаться по тем или иным проблемам, которые волнуют народ. Также накануне один из таджикских оппозиционных активистов в столице Австрии провел одиночный пикет у здания посольства Таджикистана с требованием освободить Шарипова. Свободу Далеру Шарипову, свободу таджикским журналистам и политзаключенным. Такие же требования выдвинула Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Я призвал власти Таджикистана немедленно освободить журналиста Далера Шарипова. СМИ должны иметь возможность, не опасаясь репрессий, проводить расследования и публиковать информацию, в том числе в интернете. Каршибоев также отметил, что власти должны открыть для общественности все, что касается дела Шарипова. Закрытое расследование подрывает доверие народа к власти, а это доверие вернуть будет очень тяжело. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Президент США Дональд Трамп во время послания к Конгрессу вновь заявил о своем намерении положить конец продолжающейся вот уже почти 2 десятилетия войне в Афганистане. Он также собирается сократить численность американского контингента в этой стране. Выступая перед законодателями в Конгрессе с посланием о положении дел в стране, Трамп сказал, что Соединенные Штаты не обязаны помогать другим государствам в качестве органов правопорядка. Военная кампания США в Афганистане была начата в 2001 году. В настоящее время в Афганистане находится около 14 тысяч военных армий США. Трамп вновь намекнул, что США могли бы победить в Афганистане, однако это может привести к большому числу жертв, в том числе гражданских лиц. Мы защищаем жизни американцев, поэтому мы работаем над окончанием войн Америки на Ближнем Востоке. В Афганистане доблесть и решительные действия наших военных позволили нам добиться огромного прогресса. Сейчас идут мирные переговоры. Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из которых абсолютно ни в чем не виноваты. Смотрите далее в нашей программе. Политические партии Кыргызстана начали готовиться к парламентским выборам. Старые союзники, новые лозунги, закулисные переговоры и манты на рынке с единомышленниками. Я хочу, чтобы здесь была Европа, я хочу, чтобы здесь была Америка, здесь была Япония и так далее. Я прекрасно знаю, что это вполне достижимо. Но это путь долгий. Мы продолжаем. Почему Кыргызстан попал в черный список Вашингтона? Об этом посол США Дональд Лу рассказал сегодня нашим коллегам из-за затыка. Напомню, что Дональд Трамп ввел ограничения на выдачу иммиграционных виз гражданам Кыргызстана. Так почему из 80 рассматриваемых стран США выбрали Кыргызстан? Я отвечу на этот вопрос конкретно, потому что очень много беспокойства высказывается в наш адрес тоже. Высказываются разные версии, что США отказались выдавать некоторые категории виз из-за коррупции, или потому что местные власти закрыли американскую базу, или из-за ситуации со свободой слова. Это все неправда. Всему этому есть одно объяснение. Кыргызстан до сих пор не ввел в оборот биометрические паспорта. Вы спрашиваете о 80 странах. Если вы откроете сайт Международной гражданской авиации, вы увидите список из 160 стран, в которых есть электронные или биометрические паспорта. В электронном паспорте есть чип, поэтому подделать такой паспорт невозможно. В 160 странах такой паспорт есть, а в 30 странах такие паспорта еще не выдавались. Кыргызстан входит в эти 30 стран. Дональд Лу подробно рассказал и о других критериях, по которым власти США решили ввести визовые ограничения именно в отношении Бишкека. Кыргызстан сейчас единственная из постсоветских стран, которая вошла в черный список.
Второй критерий – это обмен информацией по тем людям, которые подозреваются или обвиняются в терроризме. Я и раньше работал в Кыргызстане, и между нашими странами существовал обмен подобной информацией. Таким способом мы можем обеспечивать безопасность наших границ. Кыргызстан также смог бы защищать свою безопасность, потому что у нас очень много информации по терроризму. К сожалению, во времена Атамбаева сотрудничество в этой сфере начало ухудшаться, но мы надеемся, что сможем снова оживить наши отношения в этом направлении. Есть еще 4 критерия. Первый – это обмен информацией по преступности. Второй – обмен информацией, которая подтверждает подлинность миграционных документов кыргызстанцев, которые собираются отправляться в путешествие. Третий – чтобы власти делились с нами образцами паспортов и ID-карт. Кыргызстан это выполняет. И последний – отправлять Интерполу информацию об утерянных паспортах. Знали ли власти Кыргызстана, что США собираются вводить подобные ограничения, и вообще насколько неожиданно для них было решение Белого дома? Вот что ответил Дональд Лу на этот вопрос. Начиная с июля, не только я, но и более высокопоставленные представители власти встречались с представителями власти Кыргызстана и выражали свою обеспокоенность по вышеупомянутым мной вопросам. Вместе они обсуждали пути решения. Насколько я знаю, представители властей Кыргызстана очень серьезно восприняли нашу обеспокоенность и искренне пытались принять меры, но, к сожалению, они оказались недостаточными. Мы до сегодняшнего дня продолжаем организовывать встречи. На прошлой неделе я встречался с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым, сотрудниками аппарата президента, представителем Государственной регистрационной службы и обсуждал вопросы сотрудничества. Те критерии, которые я перечислил, местные чиновники воспринимают очень серьезно. Я верю, что биометрические паспорта начнут выдавать уже в этом году. Профессор политологии Американского университета в Центральной Азии Эмиль Джураев считает, что визовые ограничения могли быть приняты в том числе из-за ухудшения отношений США и Кыргызстана в последние годы. Речь идет в первую очередь о денонсации Кыргызстаном базового соглашения о сотрудничестве в США в 2015 году. Не в последнюю очередь, мне кажется, сыграло роль и то, что двусторонние отношения между Кыргызстаном и США пребывают не в достаточном уровне позитивного характера. Это отношения, которые были не совсем подпорчены еще в 2015 году в результате одностороннего выхода Кыргызстана из основополагающего соглашения с Америкой. И продолжительное время, когда мы договариваемся, обговариваем о новом договоре, чтобы на место этого расторгнутого договора принять между двумя странами, и это тормозится, я так понимаю, со стороны Кыргызстана в большей степени, чем со стороны США. Но тем не менее, как бы то ни было, мне кажется, со стороны администрации США в любом случае этот шаг не был пропорционален к тому, какую опасность несет в себе гражданин Кыргызстана или носитель кыргызстанского паспорта. Мне кажется, тут больше потерь, больше утерянных шансов на сотрудничество, на поддержку демократизации в Кыргызстане, которая, естественно, проходит не так уж легко. И я на самом деле сожалею, что правительство США приняло такое решение. Беларусь также могла оказаться в стоп-листе, но власти США в последний момент не стали включать страну в черный список. По мнению Эмиля Джураева, это связано с тем, что Беларусь в настоящее время представляет больше интерес для Соединенных Штатов, нежели Кыргызстан. И вот почему. Беларусь просто является стратегически наиболее важной страной, мне кажется, в данный момент, находясь в непосредственной близости от Украины и в контексте украино-российского противостояния, в контексте российской политики по экспорту газа в сторону Европы и всего этого, всех противостояний, противоречий, которые сейчас происходят. И поэтому для США, наверное, было очень важным все-таки не позволять отношению Минска, Беларуси к США не подпортиться в таком важном периоде. Тогда как у Кыргызстана нет таких настолько весомых, веских аргументов или веской роли для того, чтобы передумывать этот список, это решение.
За кого голосовать будем? В Кыргызстане стартовала неформальная подготовка к парламентским выборам. Политики совершают выходы в люди, публикуют в соцсетях новые логотипы партий. О готовности баллотироваться открыто говорят единицы, но уже в соцсетях уже активно обсуждают возможные списки новых партий. Дарья Тимофеева расскажет, кого этой осенью кыргызстанцы смогут в них увидеть. В кыргызстанской политике последнее время, как в поговорке, все новые партии – это хорошо забытые старые. Один из таких политических призраков – Кыргызская либерально-демократическая партия. Создали ее еще в 2011-м, но в минувшие выходные КЛДП презентовали заново. Добро пожаловать на первую большую презентацию от политической партии КЛДП. Официально кыргызстанских либерал-демократов представляют трое: политолог, бывший замминистра экономики и действующий депутат. Двое долгое время жили за рубежом. Молодые политики первыми озвучили свое твердое желание идти на выборы. Обещают объединить вокруг себя прогрессивную молодежь и дать отпор олигархам во власти. Я хочу, чтобы здесь была Европа, я хочу, чтобы здесь была Америка, здесь была Япония и так далее. Я прекрасно знаю, что это вполне достижимо. Но это путь долгий. Это путь очень долгий. Еще одна партия, которую в соцсетях активно обсуждают и называют новой партией власти – Беримдик. Создали ее 15 лет назад женщины-активистки. После партия переходила из рук в руки. Теперь ее возглавил действующий парламентарий, пока еще социал-демократ. Ряд изданий со ссылкой на собственные источники составили уже предварительный список кандидатов. По их данным, в Беримдик перекочуют сразу несколько нынешних и бывших представителей СДПК, в том числе и брат президента Асылбек Джеймбеков. Сейчас время еще есть. Те списки, о которых вы говорите, это не соответствует действительности. А вот Асылбек Джеймбеков, у вас есть договоренность, вы как-то обсуждали это, он будет в этой партии или нет? Хочу сказать однозначно, никаких договоренностей нету, пока никаких. Все 120 депутатов сейчас вольны, да, это и право присоединиться к любой партии. Воскрешению партий, которые ранее существовали лишь в реестре Минюста, поспособствовал кризис в крупных политобъединениях. Так СДПК, вырастившая двух президентов, разделилась на несколько лагерей. Два из них судятся за лидерство в партии. Я думаю, уже те, кто был в составе фракции СДПК, большая часть или практически все, может, за исключением 2-3 депутатов, уже не будут в СДПК. Да. К сожалению, у нас так получается, что партии, они формируются не вокруг какой-либо идеи, а вокруг каких-либо людей, лидеров, да, то есть, по сути, это организации по интересам. Еще один политический тяжеловес – партия «Республика Атаджурт» недавно лишилась своего лидера, а вместе с ним и тысяч голосов. Умурбек Бабанов сложил в себя полномочия, штормит и других долгожителей кыргызстанской политики, социалистов из Атамикен. Там также кадровые перестановки, но руководитель этой партии уверен, шансы пройти в парламент у них есть. Недовольство существующей системой, существующими политиками, это не дает автоматически возможность любым новым силам занять их место. Люди недовольны, но когда выбрать из некого, они решают дилемму. Проголосуют за меньшего зла. Это не обязательно новая партия. В интервью СМИ политики не скрывают. Сейчас время переговоров. Потенциальные кандидаты в депутаты пытаются определиться, от кого идти на выборы, ищут союзников и спонсоров. Отдельные персоны идут завоевывать доверие народа напрямую. Так лидер парламентской фракции Бирбол разместил в своем аккаунте фото с базаром. Там депутат решил отведать манты, а после поделился со всеми этой новостью. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Эта стройка напоминает БАМ. Самый амбициозный проект последних лет. Автобан, который объединяет весь Крым. От Керчи до Севастополя. И это очень удобная дорога для армии. То есть показать, что Крым присоединен к России раз и навсегда, навечно. Но для крымчан это трасса смерти. Ехали в ночное время суток, это кошмар.
Смотрите «Крым Реалии» в эфире телеканала «Настоящее время». Знакомьтесь, это Валентин Мовчун. 5 лет назад он сменил работу в душном СТО на просторные поля с ароматными ягодами. Этот бизнес начал в 55, забросил все в Киеве. Так в живописном поселке Житомирской области появилась ягодная ферма семейного типа «Озеряна». Сейчас здесь выращивают голубику и клубнику. Любое новое дело — это никогда не поздно. Главное, чтобы горели глаза.